кто бы пришел за место него и как бы он себя вел бы, тот же Березкин, тот же Тумусов, что бы получилось? И вы вроде бы заработали денег, и он заработал денег, правильно? Надо попробовать дать другому шанс поработать в экономике. Вы предлагаете бюджетные деньги пускать в оборот, что ли? Нет, ну не то, что в оборот. Нет. Я потратил на губернаторские выборы, которые на главу, да, около 2 миллионов. Вообще мне команда сейчас в последний раз понравилась. Дайте нам шанс, оппозиционным партиям. Ну, очень тяжело 100% выиграть от оппозиции. Если бы я владел бы якутским языком, вот я бы думал, что я мог бы, у меня были бы шансы, и я бы нашел бы какие-то, может, даже ресурсы, чтобы пободаться за кресло главы республики. Надо же пускать туда адекватных. Помогли, ну чуть-чуть, но помогли. Владимир Вольфович говорит, что рано или поздно будут губернии, они будут. Я в это верю. Просто болтать языком, как болтают коммунисты, я не хочу. Мне вообще должны были отдать комитет. Я для себя осознаю. То есть я сам только понял вкус, вообще начинаю понимать. Они занимаются нечестными. Очень много было выборов, и нам Москва не помогала. Я там работал в лагерях. Я просился у Владимира Вольфовича, чтобы меня отстранили от поста руководителя партии. А что у нас Тумусова видно? Депутата Госдумы. Он только сейчас появился перед выборами в парламенте. Я сейчас впитываю как губка, да, молчу. Тут все спортивный интерес. Коммунисты задают вопросы, на которые сами знают ответы. Мы не какая-то там секта, да. Я чуть не расплакался, реально. Я очень устал от выборов. Березкина бы я не дал бы зарегистрироваться. Я считаю, что там половина скрыла. Я, наверное, самый бедный всех депутатов. Я его поддержал, а он все в обратку. Так Березкин их забрал мои проценты. Понимаете? То есть ему дал шанс, а он еще потом меня и хаял. В свое время кушали доширак. Ни один армян со мной не сравнится, как я делаю шашлыки. По моим расчетам, сколько я получаю, там реально там посчитали с бухгалтером там и все. А оказалось, что на 10 миллионов обманул. Многие спивались родители, многие сидели в тюрьмах. Такого, чтобы вот именно руку на женщину как бы страшно, пощечина была, да. У каждого свой процент. Чуть-чуть у кого-то больше, другого меньше. Я говорю, Вася, если я выиграю на главу, я тебя сразу сделаю министром финансов. Придется закрывать свое индивидуальное предпринимательство рано или поздно. Депутатов половина вообще не понимает, что они говорят. Он очень сильно меня полюбил в свое время, да, и как бы сейчас нормально относится к Владимиру Вольфовичу. Столько людей начал я вычислять, какие предатели, какие не предатели. Мы хотим вообще все налоги отменить. Как бы плакал искренне. Единственный, кто может спасти республику, это только я.